Именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Однажды пророк Муса, алейхиссалям, обратился к Аллаху с молитвой: «О Господь, Ты удостоил меня своим общением, обещал мне рай. И я хотел бы узнать, кто будет моим соседом в раю». От Аллаха снизошло откровение: в одном из кварталов города живет мясник. Он будет твоим соседом в раю. Муса, алейхиссалям, был крайне удивлен этим. Как простой мясник может добиться одинакового положения с пророками? С этими мыслями он отправился в лавку этого самого мясника. Продавцом мяса оказался юноша приятной внешности. До самого вечера он был занят работой. Затем, закрыв лавку и взяв кусочек оставшегося мяса, направился домой. Пророк Муса, алейхиссалям, также последовал за ним. Когда они дошли до дверей дома, Муса, алейхиссалям, подошел к нему и сказал: «Не примешь ли ты гостя Аллаха?» Мясник приветливо пригласил его войти. Муса, алейхиссалям, внимательно следил за действиями юноша, чтобы понять, как он удостоился такой милости Аллаха. Мясник приготовил ужин из кусочка мяса, а затем принес из соседней комнаты большую корзину. В ней сидела немощная старуха. Мясник бережно достал ее, умыл, затем собственноручно начал кормить, словно ребенка. После он приготовил для старухи мягкую постель и уложил ее. В это время женщина что-то прошептала, однако ее голос был очень слабым, поэтому Муса, алейхиссалям, не смог расслышать сказанное. Когда старуха уснула, мясник с гостем завели беседу. Пророк спросил у хозяина об этой женщине. Мясник ответил: «Это моя мать. Мое материальное состояние не позволяет держать специальную служанку для нее, поэтому обслуживаю ее сам». Муса, алейхиссалям, снова спросил: «А что она сказала тебе?» Юноша ответил: «Всякий раз, когда я, накормив ее, укладываю спать, она молится за меня, чтобы Аллах простил мои грехи, и чтобы в раю мое положение было наравне с пророком Мусой, алейхиссалям». Муса, алейхиссалям, довел до мясника благую весть: «О юноша, возрадуйся же! Аллах принял молитвы твоей матери, и в раю ты будешь по соседству со мной».